По итогам Международного инвестиционного форума в Сочи глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подписал с инвесторами 12 соглашений на общую сумму 10 миллиардов рублей. Подписанные соглашения касаются развития строительной отрасли, инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности и медицины. Также глава выступил с докладом на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, который провел на форуме председатель правительства России Дмитрий Медведев. В начале своего выступления премьер-министр страны рассказал о роли субъектов России в сфере импортозамещения. Он отметил, что уже утверждены около 40 региональных планов. В частности, речь идет о проектах в области промышленности и сельского хозяйства. О том, как реализуется программа импортозамещения на территории республики, в своем докладе осветил Юнусбек Евкуров. Глава Ингушетии назвал ряд проектов, которые уже реализованы в регионе, в том числе мясомолочный комплекс. Кстати, подобные проекты представлены и в рамках нынешнего форума. И при подборе проектов, и при обозначении инвестиционных проектов одна из главных задач была импортозамещение. Особенно в обеспечении продовольственной безопасности республики. Поэтому и агропромышленном комплексе, и промышленный сектор других направлений мы в основном отдавали импортозамещение, поэтому у нас, в принципе, я думаю, что получилось так, что 80% продукции, выпускаемой в рамках заключенного соглашения, это будет импортозамещаемая продукция. Позже у стенда Ингушетии произошло то, ради чего на форум приезжают бизнесмены и представители власти. Заключение ряда взаимовыгодных соглашений. Речь идет о реализации на территории республики таких проектов, как строительство тепличного комплекса и логистического центра в Троицком, организация серийного производства беспилотных авиационных комплексов, сельскохозяйственного назначения, строительство комплекса по производству мяса, птицы и городской поликлиники на основе государственно-частного партнерства. В секторе промышленного производства по ряду проектов, которые уже работают сегодня, мы запустили, по ряду проектов, которые мы запустим, к чему мы, к какому результату должны прийти. Агропромышленного сектора, в том числе и вопросы садоводства, овощеводства, вопросы рыболоводства и других сфер, направлений, которые у нас должны быть, которые у нас будут. Также во второй день форума глава Ингушетии Юнусбек Евкуров принял участие в круглом столе «Инвестиции в Кавказ. Опыт проектов и возможности для инвесторов», который провел министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В диалоге приняли участие главы субъектов СКФО и иностранные инвесторы из Австрии, Италии, Азиатского региона. Предприниматели, которые уже имеют опыт вложения финансовых средств в Северный Кавказ. Те окна возможностей или двери возможностей, которые открылись в рамках тех программ по импортозамещению по ряду направлений, как, скажем так, никогда совпадают с тем, что мы можем реализовывать благодаря природе, благодаря старой и новой инфраструктуре, благодаря той федеральной и региональной политике, которая сегодня проводится. Собравшиеся обсудили вопрос увеличения иностранного капитала, повышения инвестиционной привлекательности региона, который имеет географически выгодные условия и мягкий климат. Согласно рейтинговому агентству Avi Group, Ингушетия – лидер среди регионов России по инвестиционной эффективности. Каждый рубль, который приходит в Республику Ингушетию, лучше всего переходит в экономический рост. То есть такое соотношение лучший показатель в Российской Федерации. Второе по экологии, седьмое по безопасности. В своем выступлении Юнусбек Евкуров отметил, что в регионе наблюдается рост инвестиций. В республику охотно идут иностранные предприниматели. Руководство этому вопросу уделяет повышенное внимание. Ингушские бизнесмены своим примером показывают другим, что в республику смело можно вкладывать финансовые средства. Тем более субъект представляет гарантии и выгодные условия. У нас рост инвестиций. Сегодня нам плакать о том, что к нам идут, не надо. Мы довольно серьезно работаем, к нам идут. И в первую очередь мы с чего начали? Мы начали искать в Швейцарии, Китае, в Японии. Мы начали искать своих. Когда наши пошли местные ребята, пошли другие. Именно наш инвестор, инвестор в республике работает, я их прошу всегда интегрироваться в продукцию, выпускаемую с другими инвесторами других регионов, чтобы вот сама продукция, сам бизнес интегрировался. И сегодня у нас работают татарские производители, сегодня у нас работают курганские производители. 14-й международный инвестиционный форум завершился. Впереди предстоит практическая реализация всех достигнутых соглашений.